К актуальной статистике по коронавирусу в Коми выявили 46 новых носителей COVID-19. Выздоровело за последние сутки 40 человек. Один пациент, увы, скончался. Вот как эти данные и другие новости республики прокомментировал исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый вечер. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6898 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 46 человек. Под медицинским наблюдением 1602 человека. Выздоровели 6014 человек. За сутки выздоровело 40 человек. Сегодня я провел оперативное совещание по вопросам реконструкции республиканского стадиона, который уже в следующем году примет чемпионат мира по хоккею с мячом. Мы обсудили ход строительства. Я дал поручение по ускорению работ на объекте. До наступления холодов необходимо завершить все наружные работы. До чемпионата остается не так много времени. Мы должны успеть все в срок, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне и получить современный, многофункциональный спортивный объект, где после чемпионата смогут заниматься жители республики. В Сыктывкаре сегодня я принял участие в открытии многофункционального центра для детей и молодежи. В нем смогут заниматься около 700 детей. Здесь будут проходить занятия туристического, краеведческого, спортивного и патриотического направлений. Помещения оснащены современным оборудованием. В центре есть все, даже скалодром, а также актовый и тренажерные залы. На базе центра будет работать республиканский дом юнармии и проводиться различные общественно значимые мероприятия для детей и молодежи республики. В республике продолжается рейтинговое голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Принять участие в голосовании можно на интернет-портале «Активный регион». Сейчас свой выбор делают жители Усинска и Сыктывкара. В ряде муниципалитетов голосование уже завершено. В Сосногорске, например, по выбору жителей в следующем году будут благоустроены территории возле Дома детского творчества и сквер жертвам политических репрессий. В Воркуте площадь Привокзальная и один из городских скверов. В Печоре парк геологов. Хорошая новость для предпринимателей Воркуты, а также Усинска, Инты и Усть-Цилимского района. Напомню, что в июле 2020 года эти территории были включены в арктическую зону России, что дает дополнительные возможности для развития экономики муниципалитетов. Например, предпринимателям, работающим в арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин. Уважаемые жители республики, на протяжении 5 месяцев я ежедневно рассказывал вам о своей работе, информировал о деятельности правительства, логике принятия тех или иных управленческих решений, а также об эпидемиологической ситуации. С завтрашнего дня начинаются выборы главы Республики Коми, депутатов Госсовета, представительных органов муниципалитетов. Считаю со своей стороны правильным в эти дни не выходить с ежедневным видеообращением. Это будут дни тишины, время для того, чтобы собраться с мыслями, принять решение и сделать осознанный выбор. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. И знайте, что вы самое главное достояние Республики Коми. Берегите друг друга.